Данный видеоролик не преследует цели задеть или оскорбить чьи-либо чувства. Ролик был создан исключительно в образовательных и познавательных целях. Берегите себя. Нарциссизм – это когда ты хвалишь себя, а тупизм – это когда ты не исследуешь автора труда, которого цитируешь у себя на канале, чтобы понять, о чем идет речь. Нам скинули этот скриншот, где Йовсер ссылается на некого ученого-антрополога, который обелил ингушей, назвав представителями древнего населения Кавказа осетины. А при чем тут осетины, мы узнаем чуть позже. А пока стоит отметить, что автор данного поста является ярым фанатиком трусливого армянина Леймро, которого мы давным-давно слили, выявили его ложь и опозорили на весь Кавказ. Это и является главной причиной нашего ответа данному человеку. Данный персонаж, ничего не подозревая, зачитывает строки Виктора Бунака из книги «Арийское прошлое земли русской», цитата. «Среди ингушей наблюдается наибольшая концентрация кавказионского антропологического типа». К такому заключению пришел ученый и антрополог Виктор Бунак в 1935 году. Данный труд Виктора Бунака зачитывает ингуш, который считает осетин пришлыми ираноязычными цыганами. Так давайте узнаем правду. Академия наук СССР, Павлович Алексеев, «Происхождение народов Кавказа». На странице 12 сообщается, цитата, «Ингуши». Количественно значительный материал по краниологии ингушей был описан Виктором Бунаком в 1953 году и Бесликоевой в 1957 году, но в настоящее время он может быть существенно дополнен. Речь идет о черепах, собранных Габалаевым, в склепах разных селений по долине реки Армхи. Эти черепа сохраняются на кафедре нормальной анатомии медицинского института в городе Орджоникидзе. Они были измерены с разрешения Бесликоевой. В настоящей работе использованы результаты этих измерений. Ингушские черепа в Музее антропологии и этнографии СССР, собранные и описанные Бунаком, были измерены вновь. Кроме этого, было измерено несколько черепов в Музее антропологии МГУ. Материал разбивался по селениям, если его количество позволяло это сделать. Датировка его, как и всех материалов по краниологии осетин, также не очень определена. Устройство склепов, из которых добыл черепа Габалаев, неизвестно. Черепа, привезенные Бунаком, происходят из надземных склепов, датированных Семеновым XVII-XVIII веками, но они могут относиться и к более раннему времени. В общем, приблизительно весь материал датируется рубежом первой и второй половине второго тысячелетия новой эры, синхронен осетинскому, что важно для сопоставления. Конец цитаты. Надеюсь, после этого видео и доказательств, что мы привели здесь, братья-ингуши перестанут называть наших братьев осетин пришлыми, ибо в расоведении и в антропологии это один и тот же тип расы. На ваших глазах группы, которые совпали этнолингвистически и антропологически. Обратите внимание, ингуши опять в одной группе с осетинами, чеченцы и аварцы отдельно друга от друга. И после всех этих фактов, они на весь мир орут, что осетины не кавказцы, что осетины пришлые ираноязычные цыгане. Но как мы видим из таблицы, ингуши антропологически близки с осетинами. А для тех, кто хочет поддержать нас, оформите спонсорство на наш канал. Взамен вам предлагается фирменный значок рядом с именем и некоторые эмодзи в виде национальных героев чеченского народа. Всем огромное спасибо за вашу помощь и поддержку. Пусть Всевышний вернет вам многократно.